эфире «Актуальное интервью» в студии Александр Хавренко. Уже совсем скоро наша страна будет отмечать 75-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это большой праздник, объединяющий всех людей. В этот день каждый с гордостью и благодарностью чтит память об ушедших на войну, в том числе и внося средства в благотворительный фонд «Победа-75». Напомню, в предыдущие годы в Якутске благодаря народной солидарности были построены сквер и памятник матери, а также мемориальный комплекс «Солдаты Туймады», увековечивший имена более 20 тысяч солдат, призванных Якутским городским военкоматом в годы войны. О том, как идет сбор средств в фонд «Победа-75», куда будут они направлены, мы сегодня поговорим с Вильямом Ивановым, председателем общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Якутии. Вильям Ачирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как начался сбор средств и сколько собрано на сегодняшний день? Вы знаете, создание этого фонда, в этом году он называется фонд «Победа-75», это традиционно. Такой же фонд создавался, есть прецедент, когда юбилей Победы был 70-летие. И, естественно, уже население, граждане, все знают о том, что это благотворительный фонд, и он создается для того, чтобы помочь тем общественным организациям, муниципальным образованиям, особенно и общественным, еще раз повторяю, организациям в достойной встрече юбилея Победы 9 мая этого года. Поэтому основная цель фонда, об этом мы, наверное, более подробно еще поговорим, это как здесь сказано, это добровольные взносы для того, чтобы еще раз показать, что никто не забыт и ничто не забыто. В предыдущие годы фонд также собирал средства. Да. Кто наиболее активно вносит пожертвования? Вы знаете, все началось с того, что глава республики, наш Илдархан Асен Сергеевич Николаев, и обращаясь с посланием к народным депутатам республики, и вообще в этом послании сказал, что этот фонд будет создаваться, и он будет работать на добровольной основе. И он обратился со своим личным призывом, как руководитель нашей республики, и к физическим лицам, это означает просто рядовые граждане, и к руководителям юридических лиц, это независимо от формы собственности, все организации, предприятия, учреждения. И чтобы материализовать свое обращение к населению республики, он первым внес взнос свой, как гражданин Российской Федерации, как руководитель республики, 100 тысяч рублей. Это было 13 января этого года. И мы считаем, что когда поступила первая денежная сумма, с этого и начинается уже работа фонда 75. Но дело в том, что этим фондом, когда деньги туда поступают, распоряжается не сам руководитель, а целое управление, созданное при фонде, которое возглавляет глава администрации главы и республики, руководитель, а также заместитель председателя правительства, представители общественности, и Министерства труда и так далее. То есть это по каждому обращению, чтобы получить эту помощь из народных денег, проводится официальное заседание этого правления, где все тщательно рассматривается. В этом году куда пойдут собранные средства, на какие проекты будут реализованы на эти средства? Вы знаете, направлений очень много. Я лично считаю, что у нас осталось очень мало живых участников Великой Отечественной войны. Ветеранов тыла тоже не так-то много, узников, несовершеннолетних концлагерей, блокадников. И сейчас пытаются, уже работают над созданием документальных фильмов, и есть и художественные произведения. Сейчас несколько редакций издательств работают над изданием книг об Отечественной войне в целом и о конкретных участниках этих событий. И поэтому туда в первую очередь, конечно, пойдут эти народные деньги. Потом, естественно, потребуется, и сейчас разговор об этом идет, уже практически созданный будет 9 мая водружен, это памятник, такой собирательный образ солдата Победы, это снайпера, олицетворение всех воинов, в том числе и такой категории, как снайперов, которые представляли наши с вами деды, отцы во время Великой Отечественной войны. Ну и, естественно, потребуется сегодня восстановить или отремонтировать, реставрировать те памятные мемориалы,
памятники, бюсты, которые были созданы еще до этого времени, 10 лет назад, 25 лет назад. Вот на это пойдут. Естественно, сейчас ставится вопрос о том, чтобы вот, участвовать в работе поисковых групп, которые на центральной части России давно работают. И вот уже несколько лет и Министерство чрезвычайных ситуаций, и ГБУ «Победа» было, и с нашей стороны отправляются делегации из молодежи в основном, чтобы они принимали участие в этих раскопках, находили останки наших героев. Потому что есть народная такая пословица или поговорка, которую все знают, что пока не похоронен последний солдат, война считается не окончена. А эта работа очень громадная, и со стороны республики, и со стороны общественных организаций принимается самое активное участие. И до сих пор находятся останки без вести пропавших, считается, тех солдат, героев, которые призывались из нашей республики. Потом некоторые перезахоронения у нас здесь в республике тоже происходят. Оттуда привозят там с боев, с мест боев. Вот, кстати, о восстановлении памятников. Наша съемочная группа буквально на днях вот проехала по городу, к основным комплексам, вот, Площадь Победы, Солдат Туймады. Ежегодно эти священные места, к сожалению, страдают от рук вандалов. Как вы можете прокомментировать эти факты и что можно сделать для того, чтобы прекратить эти действия? Ну, понимаете, вот эта фраза, прозвучавшая с вашей стороны, вандалы, вандализм, это беда не только нашего города или определенного, это по всей России это существует, признаки вандализма, даже в таких местах, священных для нас, как Сталинград, сейчас он называется Волгоград, да, когда на месте вечных огней начинает наша молодежь делать не то, что положено, как своим патриотам и отношение к ветеранам. И я думаю, что это упущение в работе не только наших общественных организаций, цель которой вот участие в патриотическом воспитании, да, но это и со стороны власти тоже, наверное, упущение. Ведь там можно поставить видеонаблюдение камеры, да, и проходящий мимо человек тоже должен на это обратить внимание и вовремя сообщить, куда положено. Ну и найти этих вандалов не представляет труда, потому что вот вы показали картинки, да, это цветной металл, оно же делается из бронзы, меди, и он сдается. Видать, не от хорошей жизни люди это делают, и можно найти эти приемные пункты, ну и, соответственно, воздать на соответствующую ответственность и тем, кто это сделал, и тем, кто эти принимает цветной металл. То есть должны мы сообща все работать, не только там свалить вину на полицейского участкового, что он там не досмотрел, или на руководителя этого округа и так далее, а мы сообща должны посмотреть, где мы не дорабатываем. Ведь вандал же он не приехал откуда-то с Соединенных Штатов или с Европы, а вот он наш, родной, свой. Воспитывался в детском садике, учился в школе, работает в коллективе. И, естественно, мы должны вот с этими людьми работать, а не просто решать вопрос только наказания. Воспитательная работа должна иметь очень большую эффективность. Тогда вот таких примеров не будет. А то, что вы показали, конечно, из фонда обязательно будут средства выделены, если будет обращение. И я глубоко уверен, что к 9 мая все это будет восстановлено. Это наш долг, это наша обязанность. Не только общественников, но и всех руководителей, начиная от высшего эшелона и заканчивая самым последним. Потому что в наших муниципальных образованиях тоже такие вещи присутствуют, и поэтому надо вот, убрать снег и приступить к этим работам. Но все-таки День Победы — это в первую очередь праздник человека, праздник победителя. Вы сказали, не так много осталось у нас, к сожалению, ветеранов. Средства из фонда на адресную помощь ветеранам пойдут? Ну, естественно, этот фонд для того и создается, хотя, вы знаете, вот со стороны правительства, со стороны Министерства труда и социального развития, со стороны Министерства здравоохранения делается все, чтобы вот, уделить огромное внимание вот оставшимся живых нашим ветеранам. По линии Минздрава у нас уже персонально врачи закреплены за нашими участниками войны, несмотря что вот у него участковый врач есть, у него там своя поликлиника есть, несмотря на это вот со стороны Минздрава это делается. То же самое на местах в муниципальных образованиях есть управление социальное, да, там тоже персональная работа идет со всеми нашими ветеранами, не только участниками войны, но уже переходит на ветеранов тыла
естественно, подходит уже новая социальная категория, которая начинается «дети войны». И что уникально, хотя у нас в России нет федерального закона, есть свой республиканский закон. И в этом году впервые по указу главы республики детям войны тоже единовременная помощь оказывается в размере 3000 рублей, и по закону им еще 1000 положено ежемесячно. То есть и мы, общественная организация, стараемся не упускать возможности поработать в сфере патриотизма с участниками войны. И со стороны республиканской власти всех уровней муниципальных образований эта работа ведется. Персонально уже ведется. К сожалению, их становится все меньше, конечно. Для тех, кто захочет присоединиться к этой акции, куда обратиться, как внести средства? Вы знаете, вот у нас для ветеранов и граждан пожилого возраста есть своя газета «Забота Арчи». Там вот эти все реквизиты были. И потом я знаю, что у нас есть сайт Министерства труда и социального развития, все эти реквизиты есть. И для телезрителей, которые сейчас наш с вами разговор слушают, я могу назвать телефон 405-114. Это вот как раз бухгалтер нашей общественной организации, фонд 75 и нашей организации, куда можно позвонить и уточнить. Если нужно, вот юридические лица у нас запрашивают наши уставные документы, чтобы действительно это вы ли, не рога ли копыта ваша контора, которая деньги соберет, потом развалится. Ничего подобного. У нас есть устав, у нас есть свой счет в Сбербанке, все документы, которые имеются, имеют. И если человек позвонит, конечно, мы ему эти все реквизиты даем, и они поступают. И в каждой организации, ну, наверное, руководители могут этот реквизиты взять, и потом поступления у нас уже идут. На сегодня общая сумма поступления – это 5 с лишним миллионов рублей. Это поступление именно от граждан, от юридических лиц, начиная медицинские учреждения, учреждения культуры, министерство наше, коллектив, то есть работники этих министерств, особенно вот Министерство экологии, Министерство труда, Министерство молодежи, они все вот не само бюджетная организация, им это не положено, а вот именно добровольные взносы их работников. Большое спасибо, Вильям Очарович, за интересный, содержательный разговор. Я надеюсь, что очень многие после нашего сегодняшнего интервью откликнутся и присоединятся. Вам спасибо большое, что пригласили. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.